Это программа «Неономад». Мы говорим о духовных ценностях кочевников Великой Степи, о том, что помогало нашим предкам в прошлом и что может помочь нам в будущем. Сегодня с нами в прямом эфире знаменитый тувинский актер Эдуард Ондар. И я хочу пояснить, почему я именно с ним хотел поговорить на эту тему. Можно, конечно, послушать каких-то ученых, историков, культурологов и так далее. Они будут очень умными фразами долго объяснять, и никто ничего не понимает, да, в итоге. Шучу, конечно. Мне просто, когда я познакомился с Эдуардом, мне показалось, что он не только на сцене воплощает, не только на экране образ кочевников, да, какие они должны были быть. Но он и в жизни такой. Вот Эдуард не посчитает за похвалу тебе, но ты сам знаешь, ты простой человек в общении, да? И мой отец такой же был простой, хотя его считают до сих пор великим, но он всегда просто общался со всеми, да? И вот первый вопрос, может быть, если можно, к тебе. Вот в кого ты такой? Кто тебя научил, что так надо жить? Или ты сам понял, что надо быть простым по жизни? Да. Ну, сперва, конечно, приветствую всех друзей, знакомых, которые сейчас видят этот прямой эфир. Мы тут, конечно, вдвоем организовали, Арман сегодня организовал прямой эфир. Ну, это как получается с Республикой Казахстан и Республикой Тыва. Тут мы люди, конечно, я сам человек творческий, и, конечно, и в своей родине, Республика Тыве, занимаюсь в общественных делах. И, конечно, всегда люблю историю, всегда уважаю своих предков, которые они нам создали эту жизнь. Нам надо эту историю хоть любой способом, через историку, культуру, но только не через политику, конечно, поддерживать друг друга, общаться надо чаще. Мы с Арманом всегда разговаривали насчет этой темы, потому что мы люди, кочевой народ. Конечно, мы и до сих пор у нас кочевые, почти 70% мы только с животноводством и держимся. Это наши условия жизни, мы не можем без этого. Поэтому в основном с детства у нас так воспитывают родители, когда ребенок рождается, с 5 лет нас уже учат, начиная на коне, как посадить на коне и пасти, как общаться разными природы, особенно у нас, например, степь, горы, тайга, лесу. В основном всегда мои родители, мои дедушки, бабушки всегда говорили, что природа — это тот вещь, который впитывает в себя. Она должна, природа, она должна как мать, как отец. Например, меня всегда учили, небо — это мой отец, земля — это твоя мать. Поэтому я всегда говорю, что мне как-то родители, конечно, воспитали, что нельзя делать, что можно, конечно, это плане инициатива. Сама природа, она внутреннее душевное воспитание дает. Тут много думать не надо, я всегда так говорю, потому что мы люди, народ, особенно казахи, я знаю, я там в Казахстане бывал, и всегда замечал, что мы очень похожи. Что запомнилось, что понравилось больше всего из, ну, например, ты Чингисхана играл, да? И вот что тебе именно почувствовалось, что вот это сильное, мощное, вот прямо зацепило в твоих ролях? Вот кочевником ты себя же почувствовал тоже таким же? Что самое яркое такое воспоминание? Любая роль для меня, знаешь, значима.
Я всегда так не думал, эта роль мне лучше, эта роль плохая, я так всегда не думал. Потому что любая роль, я старался быть честным в этом роли. Потому что если тебя выбрали в роль жить либо в экране, либо на сцене, всегда стараться быть самим собой, понимаете? Есть такие актеры, которые, особенно европейской части, европейские актеры, они воплощаются, понимаете, на роль воплощаются. А я актер азиатского структуры, то есть азиатской душой, азиатскими мыслями. Ты знаешь, ты казахом, наверное, запомнился и впервые тебя увидели, и ты понравился именно в роли этого джунгарского Найона, да? Ты Да. блестяще сыграл. Я думаю, потому что впервые показали Джунгара как, ну, реального вот кочевника, да, сильного, благородного, мощного такого, честного воина, да. То есть Да. показал его таким, так что даже проникаешься симпатией, да, это не просто враг, но это враг, которого уважаешь, да. Так всегда было у Путина. Не было там ненависти. Пусть он твой противник, ты его победил, или он тебя победил, ну, такова жизнь, да. А чем тебе вот эта роль запомнилась? И вообще, может быть, что-то ты скажешь о джунгарах, об Ойрат, что ты понял, что узнал? Айрат у нас рядом, границы Монголии здесь рядом, недалеко у нас живут, километры 300-400 километров у нас рядом, здесь Тувой, они айраты тоже. Джунгарам относиться сам тувинцы тоже. Ну, ты же сам знаешь, мы тюркоязычные, но считались тоже Джунгарской империей, тоже, ну, соединено было Джунгарской империей. В истории же так? Ну, мы же не говорим, что мы Джунгары. Да, культура же была все равно у нас, культура была все равно у нас. Мы не говорим, что мы Джунгары. Но мы в этой были в этом империи тоже, понимаете? Поэтому, конечно, другого народа, чтобы не обижать, ну, история сама скажет, конечно, что воевали, и да, и или окружили. Но это кино есть кино, понимаешь, что всегда политика и всегда играет. А кино это есть воспитание молодежи, воспитание своих предков, понимаешь, поэтому тут вот этого никуда не денемся, конечно, но надо стараться сказать, чисто душой надо в кино делать историю. Но обижать чуть-чуть можно, конечно, но это наша жизнь, вот обидеть надо, да, чуть-чуть надо, но это же жизнь. Кого-то обижаем, а кто-то нас обижает. И знаешь, такие историки, особенно как ты, дорогой, такие люди должны защищать, особенно историю в кино, в книгах, в научных центрах, понимаешь. Когда мы ездили в тюркских общинах, когда собирается тюркоязычный народ, какие-то курултаи там, да, ты же сам знаешь, тоже побывали, всегда чувствуем, что это как будто один народ, понимаешь? Язык очень похожий, вроде разные народы такие, разные очень народы, очень много, но язык даже одинаковый, я всегда удивлялся. И всегда думал в душе, оказывается, мы очень такой великий народ был, а почему мы расстались и отдельно так вот так жили? Это люди так завоевали мир и ушли далеко от друг друга, понимаешь? Например, мой родной брат, да, братишка или брат, ушел в какую-то другую страну, там женился, остался, жил, дети появились, и далеко невозможно ехать. Я остался, да не такая страна появилась. Вот такое ощущение было для меня. Ну, хорошо, а говоря о менталитете, ты вот сколько общался с разными народами кочевыми, да, казахи, башкиры, ну, ты всех знаешь, калмыки и так далее. Что между ними общего? Вот что тебя удивляло? Какие общие? Обычаи, традиции, привычки? Я скажу, общего много, разного тоже много. Но есть один, мы, оказывается, очень похожи по характеру. И это удивится. Характер чем отличается другие, например, на китайцы, на корейцы? Мы мыслим одинаково, оказывается, это я заметил, вот одинаково. Если пришел к тебе домой гость, что мы делаем? Казахи,
Тувин, например, Алтайда, или башкир, татар. То же самое, гостеприимность. Это у нас вложено в крови, интеллект. Вот это очень интересно. Это нас объединяет. Ну, Да. я это называю казахский терроризм. Когда гость приходит, начинают кормить, кормить, кормить до убоя. Пока не помрет, будут закармливать. Ты что не ешь? Конечно. Пишут. Да. У вас так же, да? Да, да, да. Ну, у нас, конечно, тоже так. Конечно, тоже так же. Ну, почти так же, конечно. Но мы, когда гость приходим, мы начинаем ухаживать, потому что человек приехал к тебе, ты должен принимать его достойно первым делом. Особенно мужчина, когда должен встречать гостя. Понимаешь? Вот, мы вроде бы, у нас тувинцы же, у нас религия же, вот это, буддийский же тоже есть, и автономия язычества тоже с этим очень развито. Тут разницы нет, ты понимаешь, и религия не относится. Тут у нас остается в крови это наша терпимость, это есть у народов. Вот это всегда останется. Вот это я всегда говорю, что есть общее у тюрков это гостеприимность. Конкретный гостеприимность. Ты вот ездишь, столько знаешь людей. Как ты думаешь, вообще это возможно объединение кочевников, как в прежние времена создавал же там, Чингисхан, Аттила, там, Аде, Каганат, да? Это возможно или нет? Или это уже все в прошлом, это история, надо забыть об этом? Можем мы объединиться и как? Как в тогдашнее время объединиться не получится. Как тогда? Как в истории. Как не получится. Это пройденный этап. Объединяться может только вот так, как мы с тобой общаемся. Духовно, мысленно, душевно. Как брат с сестрой, сестра с сестренкой, брат с братишкой. Вот так надо общаться, тогда будем объединяться. А так чисто политикой объединяться. Политика проиграет все это сразу. Проиграет. Мы же знаем, когда начинает политика объединяться, она проигрывает. То, что по истории брать тюркской каганата, тюркского времени, тоже вот так проиграли же, по идее. Своей политикой. Понимаешь? Мой старший брат лучше, мой младший лучше твоего брата. Вот друг друга вот так начинает брат брата обижать. Понимаешь? Это то, что нас дано от природы. Просто мы начинаем свою гордость и показывать, что моего брата не обижай. Брат, понимаешь? Двоюродный брат или еще даже родственника брата. Поэтому тюркский мир создается только через истории, которая была, и в культуре, и спорт. И все. Это закон уже, я это чувствую. А политика это мы проиграем. Это не получится. Тут духовно срывается все. Система другой. Кино, да, кино можно. Театр, музей, или спорт, или разные фестивали, да. Вот это надо. И это идет, конечно. Это правильно. Ну, давай тогда завершать. Большое спасибо тебе за этот разговор. Ты знаешь, я без комплиментов, ну, ты знаешь, я тебе напрямую говорю, если там поприкалываться, я прикалываю. Но для меня ты не просто воплощение идеала кочевника на сцене, да, на экране, но ты для меня еще и, ну, как пацан с нашего же двора, как будто мы вместе выросли, да. И в то же время ты как аксакал, чье мудрое слово я всегда готов послушать, какой-то совет, назидание и так далее. Вот ты сказал о том, что там природу надо беречь, о том, что надо свои традиции продолжать оставаться собой. Нежно из себя вынимать, да? На прощание, может быть, что ты скажешь кочевникам, потомкам кочевников, ребятам, что бы ты сказал?
надо знать культуру другого народа, уважать другого народа. Если ты уважаешь культуру другого народа, ты тогда станешь великой нацией. Жизненная радость, благополучие и никогда не было войны. Вот главное. Поэтому берегите себя и не болейте. Вот и все. Ну Четырдым. ну ладно. Давай. Рахмет. Да. Ну, с вами была программа «Неономат», Арман Нурмухамбетов, Эдуард Ундар. Всем добра и мира. До свидания. Давай, пока. Еще увидимся.